В Ингушетии всерьез взялись за свадебные кортежи, нарушения будут жестко пресекать, и об этом говорилось на встрече общественности и духовенства. Впереди путь к горе Арафат. Ингушские паломники уже в Мекке проводят обряды хаджа. Репортаж из Саудовской Аравии. BMW для них все. Любители этой иностранной марки собрались на автодроме в Сунже. Там побывал наш корреспондент. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости 24» в студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. В Назрани состоялась встреча общественности и духовенства республики. Говорилось о недавней спецоперации в сельском поселении Пседах, взаимодействии имамов с общественностью и органами местного самоуправления, нарушении правил дорожного движения участниками свадебных кортежей. Все подробности у нашего корреспондента. Темы, поднимаемые на встрече, волнуют все ингушское общество. Пожалуй, одним из самых актуальных можно назвать вопрос про свадебные кортежи. Зачастую складывается впечатление, что для большинства водителей в этот день закон не писан. Старейшины не зря призывают вести себя скромно на дорогах и не отправлять за невестой больше 3 машин. يجب دابور تجميع هو هم بيحكي وقتنا الخنشمر عادي هم بيج ما أخيت أي إشتي ما أخيت خلاص ما أخيت يتمشن عشرة مطروح كلشن ماستر بيرقي يتمشن ما أخيت أن سفوسني يبدأ عوديزمي بدري سكردم سوداء دابور الموزة بيستاني بويا مش كيجي نطلع وقتها شيء حق أوده دابور عشان تحت تيجي ده زدرين خوجده Имам Малгобека Хусен Шадиев признается, он сам недавно был свидетелем нелицеприятной картины, когда участники свадебного кортежа не постеснялись даже присутствия старших. Богослов не понимает, как такое вообще возможно, ведь объяснять, что позволительно, а что нет, обязаны именно родители и близкие родственники. شريعة مو بكي عوضي سجمة الناس سامحهم إهدواتش بيخدواتش يوافقواتش يزعمواتش نيس هنا أربعة هنا إشت هنا قزعم سد هنا حالش كيركولا غير إيش كيرشمكولا غير قق هنا أربعة ذكر مشين عليه استيش هنا ضل أيدا ما قلت شواش وقت سجلت شو يأخذت شو Следующей не менее важной темой для обсуждения стала недавняя спецоперация в Пседахе. На требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу. В ходе огневого противостояния дом, в котором укрывались бандиты, взорвался. По предварительным данным, среди бандитов были главари и участники так называемой Малгобекской банды, длительное время находившиеся в федеральном розыске. Собравшиеся решительно осуждают действия преступников. بصوا من أبوه لانو تري ما تري ديك حمدي محمدي المندار هكذا كل حمدان سكي مش النيوز بتدير عامل إسقاط والرسول يقطوا نتقاش في الدار زي ما يدار هذا شيء وطن هو شو الدار شيء زي ما يدار هو بيدر شو كم يعني دور الدار فيها دار دور دسون دور سووش مش قال بدس هي دور شو كم يعني الدار يعني من حاجة يحكي يورث حتى حقي حالاتي تطوري هنا ليه هما بعشر شيء دوب وجبت حاجة زي وش حاجة بالبنخ ويجوه دي ويجوه واتير ويجيب البنخ الخارج. حد أزامنهم أدم دنو يا هالقيتش عادو يا هالقيتش ماش مصلحة حم مقش خلط شيء تقوى ما تيجي وسك زوما يقولي ودك ذات زوم دش بنخ شيء يرت بي شيء واقع بي فيل بلجنخ يرتولر يس مقولر بيبس وينك إسحام درج دواتش حنا ظلم تناقات ظلم مصنع قاتش تنا حقول دو خطر واقع شو قاتش قلقص قاتش تعال على شو قاتش نياق ياق شو قاتش يستخدم شو قاتش بقول صحما
وجاند الدول لورد المحامين كخدوة دير سمستر كهيك دول بتوعه. Без внимания не осталась и тема об анонимных комментариях, которые порочат честь и достоинство людей. Зачастую молодые ребята под чужими именами сеют смуту среди молодежи, преследуя только одну цель – разжечь рознь. إشكام يالج دي هاك الغلا دي هانا قمن سيدو ديش دي هاك شخخ دي دولج دا هماش إش دي هانا ستان رياض واس دي ها يادو ما جين كان سقمو دي ها حقوش بان رشهت نالتان دي ها صوت بيبي يدي هانا يستبو هبه مالش بغيتش دي ها إش تي بما جويني قيدي تري جابا قادر إش دا داخل لورسو الله تغيب التعدر يوهر دا قول عن شابين الحديث كسول إيش حمدا طبيعة حمدا نيا ناقة بوسر بقتعش بيبقى ده حاجات اللي على غيبة ده أتحدث شوالط والقوالط فتنة حدث إيش تقمت يجزون ده إجا ديك هذه غيبة شنسل الشمات دوالي بيمر عليه الصلاة والسلام حبق الأرض يعني تجوت ديز ده بيبقى ده عروش سياسة ده حبق الأرض عندس أكون بقى سياسة ده حبق الأرض عندس الصيبة تلي الشمالة تلي فاق إيه مدينا جوت تلي برغت شين صور ده حمسلي ديك حبات. В завершении встречи собравшиеся поблагодарили организаторов за проведение плодотворной встречи и договорились проводить их как можно чаще. Присутствующие сделали дуа за мир и стабильность в нашей республике. Светлана Томова, Адам Долгиев. Новости 24. Ингушские паломники сейчас находятся в Мекке, там они совершают обряды хаджа. Скоро им предстоит путь к горе Арафат. После прилета в Саудовскую Аравию наши земляки провели пару дней в Медине, где они посетили мечеть Куба и могилу пророка. Репортаж Руслана Албогачева. Первой мечетью в истории ислама, основоположником которой является посланник Божий, да благословит его Аллах и да приветствует, была мечеть Куба. Слово Куба, по сути, являлось названием колодца и селения. Пророк, мир ему и благословение, провел в этом месте несколько дней в ожидании своих сподвижников. اوزه شركات صدامز دش اوز ديقلامز مخبزامز دش اوزه خيوق شغلتو هار شوت بحبي اخباي مر انت يا سهل سنه اوزه شي تغلامز يتا خذ الشي يستيشتي خذ شي تغلامز يتا اوز حبين شركات صدامز ديال سغا اوخذ لامز ديال سغا عمرت ديال سغا خذ بميل اندغو ديال قادون. С самого начального этапа зарождения ислама по сегодняшний день красивый купол мечети Куба, высящийся над кронами зеленых деревьев, является одним из излюбленных мест паломников. Существует много повествований и хадисов о том, что до самых последних своих дней наш пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, совершал в этой мечети намаз. Сегодня сюда также приезжает множество паломников, и мы сейчас тоже здесь совершим наш суннат намаз. Куба – место, расположенное на расстоянии 4-5 километров к югу от Медины. Про эту мечеть в Коране говорится. Она построена на фундаменте богобоязненности. لامز دي شو شرقات لامز دي حجل ضد ما هو خب يوخ ودين شو غرياز دتفو شو غدغات ومتشكي حلقه تاخذ خدوش انا خيت الراس شو لا قول وز بوج بنخ فدي بو خو خيرش تا مش خيتش احنز يجي حلق مين ويسوز يا شيء عندي واحد دولي تاقش بو مش يعني ديك دياتاس. Первое время наворачивают слезы на глазах, да и все эти святые люди, о которых мы знали раньше только понаслышке из книг, сегодня мы воочию убедились в том, что какие трудности они претерпевали, как они преодолевали этот путь движения к исламу, как они были преданы своему делу, этому исламу. Очень важной сунной является посещение мечети Куба. По возможности ее посещают в субботу, но наша группа оказалась тут в четверг. Для зиярата должно быть намерение совершить суннат намаз в 2 раката.
великое счастье сюда попасть, великое счастье. А еще большое счастье, наверное, здесь умереть, и здесь быть похороненным. Все наши ожидания оправдались. Очень красивые места, очень. Нет слов. Далее наш путь лежит еще в одну великую мечеть двух кибл. Это строение расположено на западной части склона холма. Возведена мечеть племенем Бану Саун бин Ганом бин Кааб во времена пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, на 2-м году хиджры. Приблизительно в 642 году во время молитвы нашему пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, Всевышним было ниспослано совершить намаз в направлении Каабы. Сделав 2 раката во время обеденного намаза, наш пророк повернулся в направлении Каабы. Вся община, которая стояла за ним, также сделали поворот и продолжили читать намаз в направлении Каабы. С тех пор прошло очень много лет. В наше время люди продолжают совершать намаз в направлении Каабы. Но эта мечеть до сих пор остается мечетью, название которой 2 киблы. Об этом говорится в следующем аяте. Мы видели, как ты обратил свое лицо к небу, и мы обратили тебя к кибле, которой ты останешься доволен. Обрати свое лицо в сторону заповедной мечети, где бы ты ни был. Allah'ımıza şirkatı Beytül Mukaddesatı virza şirkatı makti virzayı diye tündoçi çiyakuna şin kulbını mecdik yani der istori ço dez mecdik de elçinu aleyhissalatu vesselam yal khayt betta Beytül Mukaddesatı virzalamız diye muttege. Третьим пунктом нашей небольшой экскурсии стал финиковый сад Медины. В настоящее время в городе производится более 30 сортов фиников. Кстати, наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах, да приветствует, посадил тут деревья. Конечным пунктом нашего зиярата стала гора Ухуд, где пророк, да благословит его Аллах, и да приветствует, сошелся в неравной схватке с неверными. نعم أهد لامبه أهد لاما يعني بيمر دي أصل مخلصنا أهد لاما بيدخ ديشان بس أهد لاما سونو دخ بيشان يعني بيمر إيش بتسيح قاديم بس بيابو أهد لامبه إس تاخ أوز وازت دي أنا بيمر أجي دوش خلوا خن بيت يير على متعني أشة شيء لازم ياخذنا ترجع خانيتسن دياوش ديال لام خندور دي شو هذا دي وازت أل خن ولجوا حمزة أزوج Каждый паломник, посещающий это святое место, где покоятся сподвижники пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, читают дуа за погибших асхабов. В Назрани стартовал республиканский этап фестиваля национальных видов спорта и народного творчества «Ингушские игры». Молодые люди состязались в 12 видах спорта. Любители республиканского этапа будут представлять Ингушетию на окружном фестивале. Репортаж Залины Могушковой. В региональном этапе фестиваля национальных видов спорта и народного творчества участвуют 9 команд со всех районов и городов Ингушетии. Команда Сунжи в этом году на Ингушских играх впервые выступает отдельным составом. До сих пор атлеты участвовали в фестивале в составе команды Сунжинского района. Открывает 9-е Ингушские игры глава республики. Успехов вам, ветеранам и ветеранам. Все участники регионального этапа игр прежде прошли отборочные соревнования в своем городе или районе. Победители республиканского тура войдут в состав сборной Ингушетии и будут представлять республику на окружном фестивале. В этом году он пройдет в Северной Осетии на Владикавказском стадионе «Спартак» с 30 сентября по 1 октября. Игры важны, в первую очередь, здоровье, это дисциплина, это уважение между соседскими республиками. Когда вот проводим такие мероприятия, такие фестивали, все народы Кавказа как одно целое бывает. Спортсмены соревнуются в 12 видах спорта: в стрельбе из лука, ходьбе на ходулях, прыжках в длину, поднятии тяжести, лазании по канату и в армспорте. У нас команда из Магасовского района, и есть у нас ученики
малого веса, в абсолютной весовой категории, чемпионы Ингушетии и чемпионы всероссийского турнира. Вот мы сегодня готовились к этому турниру, этих соревнований, чтобы в дальнейшем выступить на Северокавказском турнире. Цель фестиваля – пропаганда национальных видов спорта, приобщение молодежи к здоровому образу жизни и многовековой традиционной культуре. Поболеть за представителей своих городов и районов приехали многочисленные болельщики. Наша молодежная команда, обычно сборная команда, мы занимаем в основном призовые места силовых видов спорта. И в этом году тоже мы приехали поддержать наших спортсменов. Надеемся, что наша поддержка сегодня будет услышана нашими спортсменами, и мы действительно окажем им поддержку. Каждая команда за всю историю ингушских игр уже успела создать свою спортивную репутацию. К примеру, карабулакские атлеты всегда добиваются высоких результатов в перетягивании каната. Команда из Магаса удивляет бегом и быстрым лазанием по канату. Сунжанский район лучше всего показывает себя в поднятии тяжести и в беге на 100-метровку. Джарасская команда сильна в армспорте и стрельбе из лука. Наша команда, в прошлом году мы выиграли командное первое место по разным видам спорта. Но мы постоянно выступали в команде стреляния гранатов, в команде Могобек. В прошлом году Ингушетия принимала участников Кавказских игр со всего Северного Кавказа и по итогам соревнований заняла первое место. В этом году вся республика также ждет от участников фестиваля высоких результатов. Залина Могушкова, Адам Кадзоев, Новости 24. Масштабный субботник прошел в сельском поселении Троицкое. Местные жители, вооружившись необходимым инвентарем, расчистили территорию возле улицы Шоссейной. Срубленные деревья утилизировали на месте. Еще одна бригада трудилась на территории, прилегающей к каналу Аса-Сунжа. Работа по облагораживанию села продолжается больше месяца. Это уже 4-й субботник, проведенный в населенном пункте. Сейчас идет у нас на данный момент это очистка канала от этих кряж, от разных этих мусоров, потому что у нас вот когда бывают большие, вот, скажем, наводнения, там обильные дожди, вода когда в каналы не проходит, потому что все здесь забито, она все это такая, и вода выходит даже за пределы, аж на дорогу, поэтому сейчас идет очистка. Значит, мы вот с понедельника, вторник планируем уже задействовать сюда технику. Мы почти что каждую субботу вычищаем. То ли здесь, то ли река Сунжа, то ли федеральная трасса. Почему? Потому что чистота – это залог наше будущее. Чтобы мы, когда чистим, даже односельчане, когда проезжают, видят и, наверное, с нас пример берут. Завтра состоится турнир «Битва в Назране». Он соберет в Дворце спорта порядка 2000 болельщиков и десятки спортсменов М1. Сегодня участники турнира прошли обязательное взвешивание. Об этом репортаж Юсупа Гелисханова. Позади упорные тренировки, изнурительная диета и сгонка веса. Теперь спортсмены, можно сказать, в полной боевой готовности к турниру. А перед этим традиционная церемония взвешивания. Илисхан Миржоев будет выступать в весовой категории 70 килограмм. Против него на рейдж выйдет Имран Афизов из Турции. Ингушский боец уже выступал на битве в Назране и показал блестящий результат. И на этот турнир настроен только на победу. Я уложился в вес, диету давно уже держал. Нормально все. Соперник, конечно, не уложился, ничего страшного. Все же будем выступать, покажем, к чему готовились. Да, изучил он, такой ударник, там есть какие-то навыки там борьбы, там болячки там может там делать. Еще одна важная часть церемонии взвешивания — битва взглядов, во время которой соперники оценивают друг друга. За свою дорогу в М1 на турнире будут бороться и тяжеловесы. Николай Савилов приехал для участия в битве из Рязани, тренируется в бойцовском клубе «Арт». Спортсмену предстоит выступить в полуфинале Гран-при весовой категории свыше 93 килограмм. Его оппонент — ингушский боец Иса Плиев. Готовился, подрался 2 раза подряд, наверное, в мае. После не стал отдыхать сразу, наверное, месяц сел на железо, месяц занимался железом. Потом уже приступил к основным тренировкам. А 3-й месяц, то есть сделал сборы. Это в городе Алексин, Тульской области, сборы возрождения. Стоял там с хорошими ребятами, с Никитой Крыловым, раньше бойцом UFC.
Сергеем Белостенным, боец из Сибири. Но, пожалуй, самое пристальное внимание публики будет приковано, как правило, к супербою в легчайшем весе. Поединок пройдет между дагестанским бойцом Магомедом Хакимовым и братом обладателя чемпионского пояса Маусура Евлоева Селемом. Для ингушского файтера это не дебютный бой. Свой бойцовский характер Селем уже продемонстрировал на недавнем турнире М1 в Оренбурге, откуда вернулся с победой. А теперь намерен порадовать своих земляков еще одним красочным триумфом. Соперник неплохой у меня, работает в стойке. Так, подготовился к нему. Увидим в бою. Настрой, как обычно, боевой. Будем драться. Будем делать свою работу. На очередную битву в Назране заявлено 17 поединков, 16 из которых представлены ингушские бойцы. Более половины из них дебютанты. В числе их соперников спортсмены из Турции, Армении, Кыргызстана, а также из различных уголков СКФО и России. Взвешивание прошло довольно успешно. Один из наших бойцов не уложился в вес, и один наш гость, который тоже с Турции приехал, парень тоже, он вес не сделал. В принципе, каждый получил по желтой карточке. На самом деле мы сделали все возможное, чтобы их подготовить к этому турниру. Провели 1-2 сбора. Я надеюсь, что они достаточно хорошо подготовились. Мною было еще месяца полтора-два озвучено, насколько это важно подготовиться и выступить достойно у себя дома на этом турнире. Я думаю, ребята нас не подведут. Турнир «Битва в Назране. Дорога в М1» проводится уже в 8-й раз. Прежде всего, он дает возможность помериться силами молодым перспективным спортсменам и открывает начинающим бойцам смешанного стиля дорогу в М1. Турнир состоится 27 августа в 16:00 во Дворце спорта «Магаз» имени Берда Евлоева. Исуп Гелисханов, Тимур Карахоев, Новости 24. Любители БМВ из разных регионов встретились в Ингушетии. Это не первый раз. Молодые люди периодически устраивают дрифт на своих машинах и собирают вокруг себя множество зрителей. На этот раз в их числе оказалась и Индира Манкиева. Не машина, а одни эмоции. Так отзываются молодые люди о БМВ. Десятки автолюбителей, и всех объединяет одно – Бавария, а точнее их машина. Запах жженой резины и рев мотора не утихает здесь ни на минуту. И неудивительно, ведь тут все собрались специально для этого – показать всем, на что способны эти железные звери. Здесь не только ингушские фанаты БМВ, но и гости из соседних регионов. Подобные встречи не просто возможность выделиться, а еще и найти новых друзей с общими интересами, с которыми точно есть о чем поговорить. Вот она, да, БМВ? Да, Именно вот, это нравится. Вот вам ответ. Встретить единомышленников, подружиться с новыми людьми, пообщаться на общие темы и услышать запах резины и звук двигателя, рев двигателя. На просьбу рассказать о своей машине ребята отвечают: словами ничего не опишешь, можно только показать. Если для одних БМВ это обычные средства передвижения, для других гораздо большее. БМВ это как красивая, хорошая жена, незаменимая. Это несравнимо ни с какой маркой машины. У каждого из них есть своя история о том, как полюбил БМВ. Кому-то автомобиль понравился на фото, кто-то покупает его как символ роскоши, а у третьих все намного романтичнее. Почему именно марку БМВ я выбрал? Я вам отвечу так. Я никогда не страдал марками машины, но судьба распорядилась, Всевышний распорядился так, что машина БМВ попала мне в руки просто по выгодной цене. И после того, как я ее приобрел, эта машина меня выбрала. И вот это к чему я рассказываю, то что не человек выбирает машину, а марка выбирает человека. БМВ это призвание. Тот, кто один раз садится за руль этого автомобиля, его уже сложно переговорить на что-либо другое. То есть мы сегодня можем наблюдать, насколько мощный, агрессивный, драйверский, именно адаптированный для водителя автомобиль. Такие встречи в республике проходят ежегодно и с каждым разом привлекают все больше участников. Это мероприятие, мы его называем Бимерфест Ингушетии, мы его проводим раз в год. Каждый год в августе, как правило, в субботу. Впрочем, на сходе поклонников БМВ не только парни, здесь и девушки. Марина Трофимова уже 3-й год подряд приезжает на съезд любителей БМВ в Ингушетию. Машина и скорость ее самая большая слабость. Я больше дружу с Федерацией автоспорта Республики Ингушетия. каждое мероприятие, каждое соревнование. Соответственно, принимаю участие в
в организации, в проведении небольшой вклад свой. Ее сын король дрифта Пятимат Миржоева, мама одного из участников автоклуба. Женщина рассказывает, что BMW и дрифт для сына – это больше, чем просто увлечение. Вначале, конечно, была противницей, а сейчас пришлось согласиться, так как король дрифта является мой сын, я так поняла, и не согласиться не могу. На каждое его вот эти мероприятия стараюсь приезжать. Конечно, по возможности стараюсь. Да, страшно, больно, но что делать? Это его жизнь, скажем, вот в одном слове. Бесполезно отговаривать, уговаривать, и просили, умоляли, он у нас единственный сын. Это все исключено, это его жизнь. Если раньше Пятимат боялась садиться сына в машину, то сегодня решила на себе испытать весь колорит эмоций во время дрифта. Отлично. Первый раз было немного страшновато, а сейчас прикольно. Наоборот, все, без меня больше они кататься не будут. Реально, мой страх побороли. Программа мероприятия не ограничивается одним ипподромом. После соревновательных крутых заездов ребята отправляются покорять горы. Индира Манкиева, Адам Далаков, Новости 24.